Наша история началась уже очень давно, практически с самого рождения. Частые простуды, переходящие в отит и пневмонию, начались у Рузели в раннем детстве. Со временем появилась аутоиммунная анемия. Но точный диагноз, по словам мамы девочки, местные врачи не могли поставить 6 лет. В 2014-м они поехали в Москву к специалистам центра имени Рогачева. После обследования определились с диагнозом первичный иммунодефицит. И сразу же иммунологи нам сказали: да, вы наши пациенты, да, у ребенка первичный иммунодефицит, который не диагностирован, и вы потеряли очень большое количество времени. Поначалу девочке назначили российские препараты для поддержки иммунитета внутривенно, но они оказались малоэффективными, были сильные отеки. В прошлом году московские специалисты подобрали другую внутримышечную терапию дорогостоящим зарубежным препаратом «Гамма-Норм». Мы самыми первыми из пациентов перешли на подкожную форму введения. И тогда именно тогда первый раз, чтобы понять, будут ли у нас реакции анафилактоидные идти на эту форму введения, доктора наши, иммунологи центра Димы Рогачева обратились в Русфонд. То есть первую закупку для нас произвел Русфонд. И тогда уже мы поняли, что да, уже после первого введения иммуноглобулины пошли вверх. И мы поняли, что да, это наш препарат, да, он не дает побочных реакций. Пока на иммуноглобулине все стало намного лучше. И пока в этом году я почти не пропускала школу. Я занимаюсь многими кружками, хожу в музыкальную школу. В России препарат «Гамма-Норм» не зарегистрирован, поэтому завозить в страну его проблематично. Сложности есть и с покупкой специальных игл и шприцев для введения лекарства. Но это возможно. Русфонд дважды собирал деньги на лекарства для Рузели, и препараты, и расходники завозили. Подкожный иммуноглобулин, он для нас жизненно необходим. И это препарат, который просто позволит нам жить. Мы наконец-то пошли в школу, когда получили этот препарат, начали получать. Но сейчас, к сожалению, препарата уже нет. В этом году при содействии уполномоченных по правам человека и ребенка и Минздрава правительство Татарстана на закупку лекарства для Рузели выделило 3 миллиона рублей. По рекомендации врачей в месяц девочке будут выдавать 14 флаконов. Но проблема в том, что вводить лекарства ей не могут. Нет расходников, специальных игл и шприцев. В Минздраве их не закупили. Это программируемая помпа, которая, в принципе, устанавливаются все программные параметры. Еще в июне этого года мама девочки обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться, почему Минздрав не выделяет жизненно необходимые препараты и расходники регулярно. Прокуратура обратилась в суд и дело выиграла. 29 октября как раз 2021 года Вахитовский районный суд города Казани наконец вынес свое решение и обязал Министерство здравоохранения обеспечить Рузелю препаратом «Гамма-Норм» с подкожным путем введения и расходными материалами. Маме Рузели активно помогают представители общества пациентов с первичным иммунодефицитом. В России с таким диагнозом сегодня около 2000 человек, и большинство – дети. Местные субъекты должны найти возможность, из какого бюджета они это будут обеспечивать. Все законные основания на стороне пациента. Официальный ответ Минздрава мы все-таки получили. Оказалось, шприцы и иглы для специальной помпы, которую девочки выдали в центре имени Рогачева, в России не лицензированы, поэтому пока не получается их закупить. Из письма следует: работа по организации лекарственного обеспечения Рузели Валеевой продолжается. В связи с тем, что в России препарат не зарегистрирован, для закупки требуется дополнительное время. Сведения о поставщиках и ценах на расходные материалы в общедоступных источниках отсутствуют. Министерство здравоохранения дважды направило соответствующие запросы в центр имени Рогачева, где была установлена помпа для введения иммуноглобулина. Ответа нет. Внешне Рузеля ничем не отличается от обычных подростков. Но стоит ей прекратить иммунозаместительную терапию, ее жизнь может оказаться под угрозой. Сейчас у нее дома есть необходимое лекарство, но ввести его невозможно. 1,5 месяца Рузеля без лечения. Юлия Гоголева, Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.